Ваша Экселленция, другие Ваши Экселленции, присутствующие здесь в зале. Я отмечаю, что сегодня мы присутствуем на очень интересном событии, открытии выставки действительно художника с мировым именем, с очень философичным мышлением и очень национальным по содержанию своих работ. Я наблюдал за посольством Румынии, иногда участвовал в музыкальных проектах, которые здесь реализовались. Настоящим таким неожиданным, может быть, взрывом в положительном смысле было открытие румынского кинематографа здесь на последнем листопаде, который вот только что завершился. Ну и еще одна грань культуры Румынии – это та выставка, на которой мы с вами присутствуем. Спасибо посольству, спасибо всем организаторам, спасибо тем, кто пришел сегодня на эту выставку. Думаю, мы с вами не пожалеем. Если пожалеем, только одно, что год культуры скоро закончится. Культура будет продолжаться. Спасибо. Дорогие друзья, мне очень приятно находиться в этой прекрасной галерее Николая Савицкого для того, чтобы участвовать в открытии нового румынско-белорусского культурного проекта «Омаж». Повод, который побудил нас организовать эту совместную выставку, а именно 140-летие со дня рождения великого румынского скульптора Константина Брынкуш, дает нам возможность увидеть глубокий след, оставленный этим грандом абстракционизма, на творчество разных поколений румынских скульпторов, которые здесь представлены. В то же время совместный характер выставки был задуман для того, чтобы подчеркнуть универсальность идей Брынкуша и расширить поле для прямого и взаимообогащающего диалога между художниками и культурами двух стран. Один из основателей абстрактного стиля в скульптуре, Брынкуш, черпал свое вдохновение в румынских традициях, в мифах, в символах. И это делает его творчество вдвойне частью нашего национального достояния. В этой связи мне очень приятно, что делегация из города Тыргужин, которая является малой родиной Брынкуш, и где находится его самый известный скульптурный ансамбль, во главе с вице-мэром Адрианом Дудором, директором центра Брынкуш Дорусом Булеску и одним из самых титулованных наших скульпторов Владом Чубаном, нашла возможность приобщиться к нашему проекту и быть с нами на этом Вернисаже. Мы рассматриваем эту выставку как часть нашего большого проекта развития культурных связей между двумя странами, как вклад художников двух стран в Белорусский год культуры и как начало будущего сотрудничества между художниками двух стран. В этой связи я хочу сердечно поблагодарить всех его белорусских организаторов, партнеров и спонсоров этого проекта, в первую очередь Минский горисполком, Белорусскую государственную академию искусств, Музей истории города Минска, издательство «Звезда», Белгосфилармонию, гостиницу «Крам Класса» юбилейная, компания «Химмедсинтез», производителя румынского вина «Алпа Винмочин». И, конечно же, свою супругу, без которой было бы очень сложно представить этот проект. Domnule ministru, Господин министр, excelența voastră, domnule ambasador, уважаемый господин посол, dragi prieteni, дорогие друзья, добрый вечер. Așa cum știm, din poate cartea cea mai importantă, так как я знаю, может быть, из самой особенной книги, atunci când un loc, un oraș are înțelepți, когда в одном городе есть мудрецы, el este salvat. он спасен
Această întâlnire Эта встреча a noastră, a artiștilor, a oamenilor de cultură, наша с вами культурных деятелей, oamenii politici cu политических деятелей administratorii locurilor, и администраторы, чиновники, este un act de înțelepciune. это, конечно, мудрое решение. Avem șanse. У нас есть шансы. Cred că în această lume conflictualizată, atomizată, Я верю, что в этом мире, конфликтном мире, rațiunea inimii ar trebui să fie învingătoare. Noi trebuie să ne разум сердца должен преодолеть, победить. această expoziție, Эта выставка, arta și cultura în general, искусство и культура в целом ascultă de această gramatică și această inteligență a inimii. слушают эту грамматику и интеллигенцию сердца. Noi, artiștii, suntem destinați să întindem punți și să Наша роль și să артистов – создавать мосты. Cred în puterea de vindecare a artei și a culturii. Я верю в роли искусства, в силу искусства, которое для того, чтобы исцелять. De asemenea, Также cred că este forma esențială de a ne cunoaște. верю, что это главное, Ne știm, через что мы познаем друг друга. Самый большой друг Константина Бакуш в Париже, кто ему открыл двери Парижа, это был музыкант, композитор Эрик Сати. Они влияли друг на друга. Сати на Бренкуша и Бренкуш на Сати. Эрик Сати на рояле, на блютнере, Артем Шапука. Послушайте.